Добрый день, я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства, а также наших гостей в студии. Меня зовут Розалия Борисова, я буду модератором нашей сегодняшней встречи. Мы продолжаем работу наших дискуссионных площадок «Общая забота». Напомню, что это совместные круглые столы с нашими коллегами, районными газетами в рамках проекта «Жизнь в районах». Сегодня мы поговорим и проанализируем разные ситуации, обсудим методы и приемы защиты от мошенников, повышение уровня финансовой грамотности, обеспечение доступа к информационным ресурсам, минимизирует риски обмана пенсионеров. Представители органов правопорядка приведут статистику преступлений, совершаемых мошенниками в отношении лиц пожилого возраста. Необходимо регулярно проводить работу по разъяснению и предупреждению правонарушений в отношении лиц преклонного возраста. Надеемся, что во время круглого стола состоится конструктивный и деловой разговор. В качестве экспертов сегодня у нас выступают Матвеева Алена Сергеевна, МУ МВД России Якутская, Жирков Михаил Михайлович, начальник отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи МФЦ Республики, директор якутского филиала Россельхозбанка Василий Васильевич Тимофеев, начальник отдела розничных продаж Россельхозбанка Евдокия Федотовна Мигалкина, Полина Николаева, руководитель проекта «Жизнь в районах», Надежда Егорова, журналист газеты «Саха-Сирия», Алексей Рудых, журналист газеты «Якутия», а также Григорий Фоменко, сайт «Есия». Коллеги, на правах модератора я бы хотела первый вопрос адресовать правоохранительным органам. Алена Сергеевна, какова статистика подобных преступлений? Здравствуйте, уважаемые коллеги. В общем-то, на территории города Якутска за 9 месяцев зарегистрировано 337 преступлений категории мошенничества, именно касающиеся посредством средств связи и интернет-ресурсов. Краж денежных средств – 111 преступлений. Основной категорией, которая подвержена влиянию преступных посягательств, являются именно люди пожилого возраста. Статистика свидетельствует о том, что необходимо повышать финансовую грамотность, компьютерную среди населения именно данной категории, так как очень часто именно мошенники звонят на стационарные номера телефонов и под различным предлогом завладевают денежными средствами данных граждан. Каковы самые распространенные способы мошенничества? Ну, в общем-то, как я сказала, да, вот распространенные, потому что в наше время стационарные телефоны не у всех еще есть. В основном уже все перешли к мобильным операторам. И звонят, поступают звонки на стационарные телефоны пенсионерам. Злоумышленник держит их на связи, не отпускает. Разговор поддерживает под предлогом, якобы случилось что-то с их родственником. Либо предлагают кредит оформить. Возможно, когда-то заказывали какие-то препараты для своего здоровья. И таким образом оплатить за страховку, компенсацию. Они предлагают людям отправить деньги по указанным номерам телефонов, банковским картам. Это основные способы. Что хотелось бы еще сказать, вот, чтобы снизить, ну и, соответственно, для профилактики населения, Министерство внутренних дел в Республике Якутия подготовило информационную брошюру в количестве 3000 экземпляров для распространения среди нашего населения путем, распространять будем среди пенсионного фонда, банки будут, банковские учреждения. В общем-то, в основном те, где вот основная масса населения проходит. Ну, я думаю, вопросы сотрудничества мы позднее обсудим, как мы предоставим и дальнейшее наше взаимодействие. А вот как не стать жертвой мошенников? То есть какие нужно помнить правила, может быть, не отвечать на звонки, класть трубку. Бывает еще, что очень много СМС-рассылок приходит, да? Отправьте по такому-то номеру какое-то сообщение. В общем-то, что касается СМС-сообщений. Если вам поступило СМС-сообщение, что ваша карта заблокирована, либо еще что-либо, вы там что-то выиграли, конечно, необходимо убедиться в первую очередь в самом банке. Если у вас нет контактного телефона банка, то, соответственно, не надо реагировать, звонить по тому номеру, который указан в сообщении. Пройдите в ближайшее отделение и поговорите именно с сотрудником. Сотрудник, конечно же, вас убедит, что не стоит этого делать, потому что как только вы перезвоните по данному номеру телефона, вам представится сотрудником безопасности, либо другим сотрудником банка, ну и выяснят все реквизиты вашей карты. Реквизиты вашей карты вообще ни в коем случае в каждом банке, говорят, нельзя сообщать чужим лицам.
Это только именно ваши индивидуальные данные, это только именно для вас. Потом также необходимо, вот если вам позвонили, представились сотрудником Государственной инспекции безопасности дорожного движения, и что ваш родственник попал в ДТП, возможно, наезд на кого-либо с летальным исходом, соответственно, вам необходимо положить трубку и позвонить именно своему родственнику, узнать, так это или нет. Потом, очень много сейчас у нас, конечно, развиты информационные ресурсы, и очень часто взламывают страницы в социальной сети и под видом рассылают СМС-сообщения под видом от друзей, что необходимо оказать помощь, занять денежные средства. Также проявите бдительность, позвоните непосредственно тому лицу, от которого поступило данное сообщение. Не надо бросаться, оказать в первую очередь, быть первым, оказать ему помощь. Позвоните, уточните, так это или нет. Даже если он находится на расстоянии от вас, не надо сразу же перечислять на те карты, телефоны, которые вам отправили в сообщении. В общем-то, будьте бдительны, общайтесь со своими близкими, и обменивайтесь информацией. Коллеги, у вас есть вопросы? Василий Васильевич, хотела бы к вам перейти. Делает ли рассылки вообще банк своим клиентам? Если делает, в каких это бывает случаях? В целом, касаемо части безопасности, банковская сфера в целом, как отрасль, там защита очень высокая. Нельзя какой-то любой человек не может взломать его какой-то личный кабинет, мобильный банк клиент, вот это очень сложно, потому что там несколько уровней защиты, и даже простые операции интернет-клиент банки или же операции по платежам все равно там подтверждаются, например, в Россельхозбанке есть такие 3D Secure называется, это пароль разовый, который выдается именно на эту операцию, и чтобы получить 3D Secure, необходимо или смс-кой она приходит или же через банкомат, или через мобильный банк-клиент. Соответственно, в части безопасности все хорошо. И факты, когда человек исполняет рекомендации банков, там простые рекомендации. Во-первых, не надо говорить номер карты никому, а во-вторых, не надо говорить пин-код. Вот и все. Вот эти золотое правило. В основном операции, скорее всего, происходят на уровне психологии, когда человека начинает спрашивать. По факту 90% мошеннической операции она возникает вследствие того, что человек сам перекинул туда деньги, самостоятельно. Это 99%, скорее всего. А в части безопасности таких рисков нет. Поэтому простое правило: не надо никому говорить свой пин-код, не надо говорить никому номер карты, потому что ни один работник банка не будет спрашивать пин-код. Это абсолютно золотое правило. И про номер карты никто не будет по телефону спрашивать. Есть, конечно, рассылки предложения, такие они бывают. И по телефону звонят, предлагают услуги разные, кредиты, что депозиты есть такие, но это в большинстве случаев информационного характера информация, а не касается именно каких-то таких личных факторов. Поэтому просто не надо говорить пин-код, и у вас все хорошо будет. И деньги никуда не отправляете. Потому что в основном, когда человек в стрессовом состоянии, тогда эти все операции проходят. А когда надо немного посидеть, подумать, так же, как если говорят родственник, лучше родственнику позвонить сначала. Если кто-то помощь просит, туда позвонить, спросить. Если говорят с банка, лучше не надо звонить, тот номер, который приходит точно по смс-ке, а надо подойти в банк и спросить. По телефону желательно ничего не говорить. В части таких индивидуальных номеров. Очень часто люди, особенно пожилого возраста, держат свои банковские карты вместе с чехлами телефонов, там же записывают свой пин-код, то есть теряют и телефон, и карту, и, соответственно, с пин-кодом. Где хранить лучше пин-код, если человек забывает, предположим? Как быть? Как нужно хранить свою карту? В Россельхозбанке есть такая услуга, по смене пин-кода. Каждый человек, например, номер, который дали в банке, он может и не запомнить, но какие-то числа, 4 знака, цифры, он всегда помнит.
Ну, какие-то есть такие даты памятные для него лично, там, например, какие-то, да, вот. И вот эти данные, в принципе, вот в Россельхозбанке можно спокойно поменять пин-код. И у вас будет пин-код, который вы помните, ну, как бы лично. Для вас, например, какая-то существенная дата есть какая-то, да, вот, или вот какие-то моменты такие. Поэтому желательно вот пин-код менять, который вы помните, вы знаете. Ну, а хранить карту вместе с пин-кодом это вообще недопустимо. Абсолютно. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Вот спрашивают, да, что бывают моменты, когда вот работники банка тоже сами проводят какие-то махинации, особенно с пожилыми. Как узнать в таких случаях, когда вот проведена ли какая-то операция, да, не касаемо вот пожилого человека, что это, ну, случаи такие бывают же. Ну, это Как вообще... быть и как узнать, что проведена какая-то вот Вообще операция? вот в поступлении, ну, как бы это какие-то исключительные случаи бывают, потому что у каждого работника банка разные уровни доступа. Один работник банка, он не может все операции делать. Первое. Во-вторых, за каждой операцией работника банка контролирует контролирующий человек. Поэтому это крайне редкие случаи, и они случаются, ну, как бы очень редко. Поэтому как бы я вот не помню, чтобы такие операции вообще были. Ну, я дополню, да, но для того, чтобы они контролировали, обязательно нужно вот подключать смс-информирование, да, в которое вот если как только вот проведется какая-либо операция, человеку поступает уведомление о том, что перевод был или там покупка, оплата и так далее. Это обязательно нужно смс-информировать. Для пенсионеров наш банк предоставляет эту услугу абсолютно бесплатно для пожилых людей, да. А для обычных людей, ну, она незначительная, там 59 рублей, и ты уже спокойно знаешь, что были ли такие операции или не было, да. Также можно подключить интернет-банк, мобильный банк, по которому тоже можно отследить, куда были ли какие-либо переводы и так далее. Он в режиме онлайн показывает, да, сколько переводов, сколько списаний было и так далее. Поэтому вот смс это самая такая вещь, которую можно контролировать, сидя у себя дома, какие операции и так далее по своему счету. Да, вот потому что вот некоторые люди не говорят, там, зачем нам смс-ка, там, мобильный банк, зачем. Ну, с точки зрения безопасности это нужно, потому что смс-ка, она моментально, вот операция прошла, моментально приходит смс-ка. Даже если вы как бы не знаете, что это за операция прошла, да, вы можете спокойно в тот же день подойти в банк, потому что все равно транзакция не в день идет. И внутри дня вы можете, в принципе, эту операцию даже оспорить. Ну, бывает и такое. Нет, когда сберегательные вот книжки же бывают для пожилых. Через Да. это Нет, сберегательные книжки. Там мобильные банки тоже включают? Нет, без разницы. У человека может быть хоть 10 счетов, хоть сберегательная книжка, не сберегательная книжка, да, но в любом случае смс-информирование подключается к счету. И все движение по счету, она приходит, информация. Поэтому никакой разницы нет. Если есть сберегательный, если есть карта, если нет карты, это никакого значения. Даже не имея карты, можно смс-информирование подключить. Поэтому желательно карту надо иметь, потому что все-таки это возможность дистанционно обслуживаться. Поэтому как бы в этом плане вообще проблем нет. Даже смс-информирование может прийти из депозитного счета, там, ну, который вот другой вид счета. Спасибо. Есть еще вопрос по мобильным банкам. Считается, что это не очень надежно, что как раз-таки мошенники могут очень часто пользоваться именно для махинаций своих мобильными банками. Уровень защиты у этих услуг, он такой же высокий? Ну, вот в частности скажу по мобильный банк Россельхозбанка, да, в целом вот факт хищения денег через мобильный банк нету такого, потому что это несколько уровней защиты. И человек, сидя через интернет, он как бы не может зайти на мобильный банк клиент. И, конечно, если знает пароль, ну, пин-код, да, конечно, это возможно, но это уже от человека зависит. Если вы никому не говорите свой пин-код, тогда это надежно, все стопроцентное. И такие вот операции через мобильный банк редко бывают. Тем более у нас есть система 3D Security, когда вот под каждую операцию дается пароль. И этот пароль только к вам приходит. Или же там можно через банкомат этот пароль взять. Это разовые операции. Потому что даже не один пароль, а на каждую транзакцию отдельный пароль выдается. На каждую операцию, на каждую покупку через интернет, например. Поэтому там уровень защиты высокий.
Ваш банк предоставляет услуги для получения пенсии пенсионерам, как раз-таки они могут оформить у вас карты. И они отличаются какой-то, может быть, повышенной уровнем защиты или чем-то от других карт? Ну, в целом, вот пенсионеры приходят в банк, первая категория – это надежность. Да? Вы сами знаете, что это там кризисные явления у нас есть отзывы лицензий у определенных банков, а Россельхозбанк является 100% государственным банком. Это на текущую дату единственный банк является государственным. Это первое, да, поэтому население в целом, они как бы приходят в банк из-за надежности. Второе, это у нас вот мы услуги предлагаем в части депозитов, например, да, вот на текущие счета, вот на карты пенсионеров, которые вот сберегательный счет говорите, там начисляется 7%. Плюс к этому у нас вот СМС-информирование есть, и плюс к этому есть, например, пенсионеры могут снимать, например, с банкоматов Альфа-банка, Росбанка без комиссии. Ну, этот вот комплекс факторов, который дает положительно именно приходу клиентов. А в части надежности и в части безопасности у нас как бы 100% безопасность, и поэтому пенсионеры в основном приходят к нам. Пользуясь случаем, хочу задать вопрос. Григорий Фоменко, журналист ВСИА. Василий Васильевич, скажите, пожалуйста, какие вклады пользуются большей популярностью среди людей пожилого возраста? Ну, в основном у нас есть вклад пенсионный. Там 7,5, это получается вот надежность плюс вклад, ну, процентная ставка, она позволяет пенсионерам сберегать деньги уже нормально. Поэтому у нас вот пенсионный вклад, так и называется, он пользуется очень таким успехом. Спасибо. Михаил Михайлович, а какую помощь вообще для граждан старшего поколения, особенно пенсионеры, в вопросах проводит МФЦ, в вопросах повышения финансовой грамотности? Добрый день. На базе многофункционального центра в настоящий момент организована 21 услуга, которая направлена на оказание поддержки пожилым людям. Это у нас 9 услуг отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Туда входит у нас назначение пенсии в части приема заявлений. Да? Это у нас прием заявлений на изменение способа доставки пенсии. Также у нас 6 услуг управления социальной защитой населения и труда при Минтруда Российской Республики Саха-Якутия. Это у нас назначение, присвоение статуса ветеран труда Республики Саха-Якутия. Услуги агентств субсидий по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также при приеме на капитальный ремонт оплат. Да? Также у нас оказана с 27 июля 2017 года услуга Федеральной налоговой службы по приему заявлений о предоставлении льгот по налогу на имущество, по транспортному и земельному налогу физических лиц. Так как у нас пенсионеры освобождены от налога на имущество, например, также принимаем заявление у нас на базе МФЦ. Также 2 услуги у нас регионального отделения фонда социального страхования и услуга Национального архива РСЯ по предоставлению документов, связанных с трудовой учебной деятельностью. Это может быть необходимо для присвоения звания, например, ветерана труда. У нас еще на базе МФЦ организовано 14 комплексных услуг по жизненным ситуациям. Что значит комплексная услуга? Это значит, что заявитель приходит к нам, приходит один раз, при этом он получает сразу несколько услуг в рамках одного обращения. Конкретно направленные для поддержки пожилых граждан у нас имеется 2 комплексные услуги. Первая – это поддержка пенсионеров, называется. Туда включено 12 услуг. Это присвоение ветеранов труда как федеральной, так и Республики Саха-Якутия, оформление дубликатов, постановка в очередь на санаторно-курортное лечение ветеранам труда, да? Прием документов на предоставление госуслуги по назначению единовременной денежной выплаты, да? На оплату жилья и коммунальных услуг, ну и как бы на изменение способа выплаты пенсии, обосновление пенсии, информирование о состоянии их индивидуальных лицевых счетов по СНИЛС, например, да? Ну и вторая комплексная услуга поддержки ветеранов труда. Это как туда входит как раз присвоение этих званий, оформление дубликатов, постановка в очередь на санаторное, курортное и те же самые единовременные денежные выплаты. На базе многофункционального центра у нас еще оказывается новшество. Да, 28 апреля у нас организовано 3 государственные услуги отделения Пенсионного фонда, да, в электронном виде через сервис Пенсионного фонда. Это у нас предоставление сведений о размере выплат пенсий, доплат,
к установленной пенсии, предоставление сведений о номере СНИЛС, предоставление сведений о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. В чем особенность? Особенность в том, что мы подключены непосредственно к сервису пенсионного фонда, то есть, например, получить сведения о размере пенсии, доплат к пенсии вы можете моментально на базе МФЦ. Вы приходите, наш специалист заходит на соответствующий сервис, вам выкатывается справка, она заверяется специалистом многофункционального центра и, в принципе, считается приравненной той информации, которую вы можете получить в пенсионном фонде. Еще на базе многофункционального центра у нас осуществляется выездное мобильное обслуживание. Выезжаем мы в населенные пункты, где, как мы знаем, у нас офисы Центра «Мои документы» расположены в административных центрах. От административных центров мы выезжаем по населенным пунктам муниципальных образований и принимаем полный спектр документов. То есть все услуги, которые предоставляются в офисах Центра «Мои документы», вы их можете получить в рамках выездного мобильного обслуживания. Информацию о графике, о планируемом выезде вы можете, например, ознакомиться в администрации, на сайтах администрации именно вашего муниципального образования. На 2017 год, например, у нас запланировано 4337 выездов, 372 муниципальных образования. Также для поддержки пожилых лиц у нас организованы на базе МФЦ курсы повышения компьютерной грамотности. Связано это впервые с чем? В настоящее время у нас цифровая эпоха, и очень важно именно, чтобы прослойка населения, пожилая, тоже не отставала у нас от имеющихся удобств в настоящий момент, подавала услуги в электронном виде, с учетом того, что если мы подаем заявление через портал государственных муниципальных услуг, мы получаем 30% скидку, например, по госпошлинам. Например, если мы переоформляем паспорта, например, да, мы можем рассчитывать на соответствующую скидку. Вот эти курсы по повышению компьютерной грамотности у нас организовываются в городе Якутске. На базе нашего учебного центра, он расположен у нас на базе офиса в 202 микрорайоне, в 10 корпусе расположен, и там проходит курс по 3 блокам. Во-первых, сначала учим основам пользования персональным компьютером, далее у нас идут навыки работы в сети интернет и получение услуг в электронном формате. Таким образом, 3 вот таких блока мы осуществляем, собственно, обучение. И дополнительно еще на базе МФЦ у нас организована бесплатная юридическая помощь. Бесплатная юридическая помощь у нас предоставляется инвалидам всех групп, малоимущим гражданам, детям-сиротам, да, ветеранам Великой Отечественной войны, героям Российской Федерации, многодетным семьям, коренным малочисленным народам Севера. С полным списком вы можете ознакомиться у нас на сайте, есть отдельная вкладка, раздел «Юридическая помощь населению». Бесплатную юридическую помощь вы можете получить абсолютно во всех офисах многофункционального центра «Мои документы», во всех районах. Осуществляется посредством дистанционного обслуживания, то есть вы приходите к специалистам, они принимают от вас заявку, и вот эта заявка перенаправляется в город Якутск в наш отдел правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи. Наши юристы рассматривают ваши заявления и готовят вам ответ. В каком виде оказывается бесплатная юридическая помощь? Она оказывается путем предоставления устной или письменной консультации, составления проектов заявлений в суд, например, исковых заявлений можем подготовить, можем составить вам проекты договоров, соглашений определенных, да? Составление жалоб, претензий, также имеется возможность представления интересов в суде. Помимо этого, хотелось бы остановиться на том, что на базе многофункционального центра ряд услуг у нас организован по принципу экстерриториальности. Да? Это у нас, например, услуга по выдаче повторных свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния, что может быть интересно, да? Услуга ЗАГС. По услугам Минтруда, то есть ежемесячное пособие на детей, по уходу на районе, при рождении. Да? Они у нас и ветеран труда Республики Саха-Якутия у нас представляют по принципу экстерриториальности. Что это значит? Это значит, что вне зависимости, где вы сейчас находитесь, вы можете подать на присвоение вам соответствующего статуса либо какой-нибудь социальной помощи. С необходимой информацией вы можете ознакомиться у нас на нашем официальном сайте mfcsakha.ru. Да? Также у нас на базе многофункционального центра, если вы хотите воспользоваться нашими услугами, у нас действует предварительная запись, помимо живой очереди. Предварительная запись у нас осуществляется на 2 недели вперед, и она, в принципе, очень удобна для тех, кому не хочется, кто дорожит своим временем, кому очень нужно, чтобы в назначенное время его обслужили и приняли документы. Предварительно записаться вы можете на нашем сайте mfcsakha.ru, также региональный центр телефонного обслуживания, а также мобильное приложение, которое у нас недавно было запущено. Называется приложение у нас «Мои документы Саха-Якутия».
Ну, в принципе, у меня все. Хорошо, спасибо, Михаил Михайлович. Лена Сергеевна, как раз-таки Михаил Михайлович сейчас упомянул о выездах. И бывают ли зарегистрированы случаи, когда мошенники притворяются работниками социальных служб, либо вот как раз-таки МФЦ берут какие-то данные и на основе этих уже и проводят какие-то махинации? Да, безусловно, случаи распространенные у нас, особенно пенсионный фонд у нас постоянно используют именно вот, представляясь сотрудником пенсионного фонда. Потом очень часто, и, как я сказала, именно банки. Социальные остальные службы реже. Ну, в основном, да, пенсионный фонд и именно банки. Представляются, данные узнают код, который поступает от банка посредством СМС и списывают деньги с карты. Либо, если вот представляется также пенсионным фондом, просят, чтобы направили денежные средства на абонентские номера, пополнили, либо на другие карты перевели. Вот как быть людям пенсионного возраста, что спрашивать, может быть, удостоверение, как вообще определить, что это не тот человек? Вообще не стоит никому ничего сообщать. Если вас это что-то, какое-то предложение заинтересовало, обратитесь именно в ту службу, которая вам предложение это сделала. Соответственно, если это пенсионный фонд, сходите, не поленитесь в пенсионный фонд. Банк, пройдите в ближайшее отделение банка. Вам там более детально все расскажут. И не будут спрашивать вот данные, реквизиты всяких банковских карт и иные данные. Поэтому ни в коем случае никому ничего не сообщаем, просто телефонную трубочку положите и не отвечайте. Позвоните близким, расскажите, они вам посоветуют, что сделать. Спасибо. Что делает сегодня социальная служба, чтобы обеспечить безопасность пожилых людей от мошенничества? Может быть, какие-то консультации проводит? Добрый день, участники круглого стола. В первую очередь, конечно, это работа наших социальных работников, это обслуживание на дому. Более 700 граждан только в городе Якутске получают услуги социальных работников, и все консультации, все профилактические меры, конечно, люди получают в первую очередь от них. Разработаны методические пособия по профилактике мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения. В наших управлениях социальной защиты населения также присутствует раздаточный материал, как себя обезопасить, как нужно вести, вот как раз как отвечать, когда вам позвонили и запросили какие-то сведения. Ну и кроме того, что у нас функционирует школа третьего возраста в 11 муниципальных районах нашей республики. Это общественная организация, которая более доступна на языке не государственных работников, да, а тоже сами они, граждане пожилого возраста, объясняют своим же подругам, друзьям, да, о том, что не стоит реагировать на звонки подобные, да, и как правильно отвечать, ложить трубку, или, как правильно сказали, нужно обратиться в ближайший офис банка, если это банковские работники. Поэтому мы используем разные направления в профилактике мошенничества. Это и государственные службы, и в то же время общественные организации. А вот как раз-таки по случаю, когда мошенники притворяются работниками социальной службы, то вот здесь как определить, что на самом деле перед вами не работник? У всех наших работников есть удостоверение, обязательно. И наши социальные работники, они закреплены долгое время за одним и тем же получателем социальных услуг. Они у нас очень редко сменяются в крайнем случае, поэтому, как правило, они уже знают в лицо своего социального работника, поэтому эти случаи крайне редки, когда представляются именно социальными работниками. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, есть вопросы? Хотелось бы дополнить в части именно, как выявить, что к вам не обращается мошенник под видом специалиста, сотрудника многофункционального центра. Сообщаем о том, что контакты с заявителем у нас осуществляются только через наш колл-центр. Это номер 8 800 122 16. Любые другие контакты с заявителями у нас абсолютно запрещены. Таким образом, если к вам звонит человек из какого-то другого номера, тут можно отнестись с опаской и перезвонить именно по номеру 8 800 122 16 и уточниться по вашему обращению. Здравствуйте. Спасибо, коллеги. У вас есть что дополнить? Газета «Якутия», вот вопрос представителю МВД. Алена Сергеевна, вы ранее сказали о профилактике мошенничеств. А вот помимо брошюр, какие еще способы МВД применяет в плане профилактики, поскольку все-таки 3000 экземпляров
вот этих брошюр, которые продемонстрировали, это все-таки не так много. Может быть, участковые обходы, при обходах, допустим, граждан информируют, либо стоит СМС-информирование от имени пресс-службы МВД республики проводить. Поскольку пенсионеры и люди пожилого возраста все-таки доверчивые, уязвимые в этом плане, им постоянно нужно напоминать об этом. Так, безусловно, я с вами согласна. У нас на постоянной основе в Министерстве внутренних дел Республики Якутия проводятся оперативно-профилактические операции среди населения. При этом большинство, в общем-то, личного состава задействовано в этих операциях. Соответственно, каждый сотрудник информирует, помимо указанной цели данной операции, в рамках которого его направляет, информирует о том, чтобы не были подвержены влиянию мошенникам в том числе. Извините. Также хотелось отметить, вы сказали, что мы распечатали только 3000 этих экземпляров. Безусловно, мало, соглашусь. Но помимо этого у нас постоянно проводятся репортажи на телевидении, социальные сети, соответственно, выкладывается также информация о новых способах мошенничества. Мы делаем все возможное, чтобы донести нашу информацию, в том числе до людей пожилого возраста. Понятно, спасибо. Спасибо вам. Коллеги, есть что добавить по безопасности, может быть? В целом так и говорил, что там не надо говорить пин-код, да? Но этого, скорее всего, достаточно будет, потому что работники банка никогда не спрашивают пин-код. Никогда не спрашивают. Даже когда звонят и предлагают какие-то услуги, они не спрашивают таких вопросов, да? Это пин-код должен знать только человек, обладатель данной карты. Вот и все, да. И какие-то личные номера карт, там всякие эти информацию тоже работники банка не спрашивают. Они никогда этим вопросом не задаются, потому что, в принципе, в банке эта информация есть, и зачем спрашивать, да? Поэтому, клиентам нужно, никому не надо говорить просто. Основное правило. Особенно в части пин-кода. Плюс к этому не надо хранить карту вместе с пин-кодом. Если карту потеряли, лучше позвонить в колл-центр банка и сказать, заблокировать карту. Это будет быстро. Еще какие могут быть операции-то? Я добавлю, да. Есть еще такое понятие страхования банковских карт. Допустим, наш банк, Россельхозбанк, предлагает защиту ваших денег на банковской карте. Оно у нас страхует от мошенничества как раз-таки, да. Если, тариф разный, то есть от 50 страховая сумма до 150 тысяч. 50 тысяч – это средняя сумма, которую средний человек держит у себя на карте. Если у вас происходит, если вы покупаете такой полис, это означает, что вы страхуете свою банковскую карту от мошеннических действий. При наступлении страхового случая вы просто обращаетесь по номеру, да, указанному на полисе, и страховая компания, если это подтверждается, допустим, полиция, если у вас, случай такой, да, у человека украли, списали денежные средства, допустим, человек находится в городе Якутске, а списание произошло, допустим, где-нибудь там в Америке, да, человек обращается в правоохранительные органы, это доказывает то, что это действительно мошеннические действия были, да, и с решением с МВД он обращается в страховую компанию и возмещает эту часть денег, которую он потерял. Есть такая у нас защита, называется как раз-таки защита ваших денег на банковской карте. Она стоит, не такая дорогая, от 1200 до 3600 максимальная сумма. Потом еще по банковской карте, да, очень много бывает таких случаев, когда звонит как раз-таки представитель, допустим, банка и просит там СВВ-код. СВВ-код вообще в любых случаях никогда никому не нужно говорить, да, потому что это трехзначный код на оборотной стороне пластиковой карты, который позволяет снять как раз-таки, провести интернет-покупки. Этот код, это самый такой защищаемый, можно сказать. Ее обычно, если кто-нибудь скажет, естественно, там списание произойдет. Спасибо.
спрашивают, что вот позвонили молодому, пожилому человеку и говорят, что как созаемщик он обязан оплатить как бы это за кредит, да, погашение кредита. И получается, об этом, ну, пожилая женщина не знала, да, и получается, кто-то ее телефон дал при оформлении кредита, как быть при таких условиях? Это вот, я поняла ваш вопрос, да? То есть есть вот два вида, есть созаемщик, есть контактное лицо, да? Вот, если человек является созаемщиком, он обязательно должен знать об этом. То есть он подходит в банк, подает документы на кредит, подписывает кредитный договор. Подписывая кредитный договор, гражданин берет на себя солидарную ответственность перед банком о том, что в случае, если заемщик не будет возвращать денежные средства по кредиту, да, банк вынужден будет с него взыскать. Это как и поручительство. А есть контактное лицо. Это вот, если человек просто выступает контактным лицом, он не должен оплачивать банку что-либо. Он просто вот... Есть такие банки маленькие, да, можно сказать, которые выдают по одному паспорту и просят вот подтверждение еще контактное лицо. Вот если контактному лицу звонит и банк требует, это уже, мне кажется, незаконно, да, потому что человек не давал согласия, не подписывал кредитный договор, не принимал обязательства. То есть тут надо понимать понятие самого вот созаемщика и контактного лица. Контактное лицо, как бы, он может сказать, где этот человек находится, и все, больше ничего не обязан. Можно вопрос? Это вот по страхованию банковских карт, да? Относится ли к страховым случаям, вот как, те самые распространенные случаи, как сказали, 99%, когда люди сами переводят деньги? Если сами переводят деньги, нет. Спасибо. Ну что ж, коллеги, благодарю вас за конструктивный разговор и спасибо за внимание и до встречи в эфире.